На первом нашем заседании мы обозначили некоторые теоретические подходы к циклу наших семинаров. И Дамир Мулявич вам разослал такую выжимку короткую, то, что зафиксировал Альфред Бустанов. Я думаю, что смысла нет повторять. Ну и сегодня мы вот переходим темпорально ко второй части от старого концепта миллета, который был до первой буржуазной революции и развивался там 15-20 лет. И вот об этой части нам расскажет Дамир Мулявич Исхаков, доктор исторических наук. У меня сегодня пришло указание начать бисмиллы, поэтому тема сложная, и я должен сейчас сказать некоторые вещи, про которые можно долго дискутировать. Но традиционный взгляд на татар заключается в том, что наши предки, начиная где-то с XVIII века, может быть, со второй половины, начали формировать новую общность. Ну, в европейском понимании нацию, в татарском понимании миллят. И вот есть разные взгляды, как это сообщество назвать. Ну, есть термин вот миллят Оренбургского муфтиата. Эдар Хавардинов пользовался. Я пользовался другими категориями и даже обозначил стадии становления этого миллята от мусульманского к этнокультурному, потом к политическому милляту. Вот это сообщество развивалось. Но в последнее время я начал вообще задумываться, смогли ли в принципе татары создать нацию, как в европейском понимании этого слова. Но советская историография утверждала, что существовала татарская буржуазная нация. Вот известный труд Хасанова, вышедший в 1977 году, там прямо написано, что вот татары сформировали буржуазную нацию. Естественно, если была буржуазная нация, там в советский период уже появилась советская нация. Но на самом деле проблема намного более сложная, чем вот так было обозначено марксистской историографией. И поэтому я хотел бы обозначить сегодня некоторые моменты, которые вот позволяют немножко по-другому посмотреть на эту тему в целом. Значит, данная тема важна тем, что я сегодня хотел бы показать, как произошел переход от миллета дореволюционного образца к начальной стадии миллета советского. Я думаю, что советский миллет существовал до тех пор, пока советские власти позволяли существовать исламу. И поэтому, на самом деле, хронология советского миллета была очень короткой. Уже с 26 года ислам в СССР начал зажиматься, и вскоре пошли раскулачивания, затем и отправка на ссылки всех имамов в закрытие мечети. И вот основание мусульманского миллета, которое составляли вообще-то мусульманские приходы, оно в начальный период советской власти очень быстро исчезло. Появилось некое новое сообщество, для которого даже еще точного названия придумать сложно. Хотя этот советский миллет, у которого потом не стало религиозного основания, все равно продолжался называться миллетом. Что вообще-то абсурдно, потому что термин миллет предполагает религиозное сообщество. Миллете исламия. Я думаю, что вот высшая точка, достигнутая татарскими политическими кругами, ну, обычно их называют буржуазными кругами, я предпочитаю использовать термин либеральные круги татар, к 1917 году, наши либеральные политики, они высшую точку, куда они достигли, это тот миллет, который мы видим на основании канун Асасии, Конституции,
национальной культурной автономии татар внутренней России, тюрко-татар внутренней России и Сибири, документ так назывался. Родной язык тюрки. Вот это сообщество, либеральная наша буржуазия выстраивала этот миллет и теоретически, и практически. Ну, я уже говорил, писал, что этот миллет был на самом деле экстерриториальным образованием. В основе концепта лежат подходы, которые были выработаны австро-венгерскими социал-демократами, Раннером, Бауэром. И этот миллет называется на самом деле миллет, который выстраивается на персональном принципе. То есть в этот миллет каждый мог записаться добровольно, и это записывание за собой влекло определенные последствия. Вот если вы внимательно изучите все построения, которые изложены в этом каноне Саси, то вы увидите, что перед вами разворачивается такая панорама национально-культурной автономии, у которой есть руководящий орган в лице Милли Меджлиса, есть казна. Казна должна была быть собрана на основе налогообложения. Налогообложение вырабатывалось этим парламентом. И потом предполагались местные органы, которые возглавляли местные дела. В общем, вот если внимательно все это посмотреть, то вы увидите, что наши либеральные идеологи выработали такой концепт национальной культурной автономии, и он вбирал в себя достаточно обширную тюрко-мусульманскую массу. Что интересно, наши либералы башкир не видели, сибирских татар пристегивали так походя, но в основном сосредотачивались в Волго-Уральском регионе. У меня есть старый взгляд, основанный на практических реализациях национальной культурной автономии, который заключается в следующем. Если какая-либо этническая общность живет достаточно компактно, любая попытка реализовать национальную культурную автономию приводит к автономии территориальной. И вот мы видим, как в процессе формирования этой национальной культурной автономии тюрко-мусульманского миллета идеологи Милли Меджлиса пришли к идее автономии территориальной. Это штат Идель-Орал. А второй момент, что действительно, я считаю, недооценили татарские национальные лидеры. Это касается как либералов, так и социал-демократов. Это и Ямашев, и Гумер Терегулов. Ну и третий, Муланур Вахитов. Они слишком буквально понимали программу социал-демократов, что социал-демократы строят современное индустриальное общество, и, соответственно, это общество будет достаточно разумно и рационально. С другой стороны, я могу сказать, что наиболее правильный анализ дал Гаяс Исхаки. Это человек с огромным количеством минусов, но с точки зрения какой-то вишенеры мыслителя он был выше всех. Он четко сказал, что Россия возвращается к эпохе Победоносцева и Александра III. Какой основной лозунг Победоносцева? С одной стороны, нам нужна индустриализация, либо нас завоюют, как разгромит Османскую империю, 1877-78 год. Но, с другой стороны, эта индустриализация должна сопровождаться созданием тоталитарного строя. Не случайно говорят, что некоторые акты Александра III, это указ о кухаркиных детях, это положение об усиленной охране, по сути, являются началом российского тоталитаризма. И вот Исхаки понял, что общество большевистское идет к тоталитарному варианту, и, в принципе, Ленин себе позволил. Он воссоединил империю, а как мы знаем, индустриализация она начнется уже к концу 20-х годов, когда будет установлен полный контроль над этим обществом. То есть вот это они предугадать не смогли.
Нужно четко сказать, и вот опять-таки с Дамиром Ильичем, чем я могу согласиться, когда четверть века назад мы с Индусом Рязаковичем Тагировым про формирование татарское общественно-политическое движение писали, какой год? Ну да, примерно 26-й год. Потому что на самом деле мы должны понять, что была целая серия национальных форумов, это с первого Всероссийского мусульманского съезда 1905 года, и в принципе в некоторых энциклопедиях правильно, это третий съезд улемов и мутавалиях при Центральном духовном управлении мусульман. Здесь мы видим, что некий коллектив, который именует себя милетом, продолжает созывать своих лидеров как религиозных, но мутавали, как вы понимаете, светские лидеры. Вот чтобы девушкам было понятно, в Казани был мутавалиат, который, так сказать, при 12-м приходе, который возглавлял Фатиха Аитова. Вот, это особая тема. Я в последнее время понял, что роль женщин на самом деле гораздо была больше, они были субъектами политического процесса. Весь второй год мы обсуждали аграрный вопрос в XIX веке. И из этого мы поняли одну очень важную вещь, что в начале 20 века, и действительно, так сказать, ключевой вопрос, да он чукче мог назваться, я не знаю, аборигеном Кука, так сказать, но если башкир это давало ему землю, он назывался башкиром. Вот то изменение между 17 и 20 годом, оно ключевое. И второе, я все время говорю, нам в советских учебниках это объясняли про гениальность большевиков с их двумя декретами. Декрет о земле и декрет о мире. На самом деле, так сказать, башкиры, и в этом отношении я все время говорю как инклюзивный национализм и эксклюзивный национализм. В чем разница была проекта, в том числе и татарского? Это был инклюзивный национализм. Хочешь примкнуть к проекту? Пожалуйста. Башкиры же сразу сказали, ребята, мы в домике, все земли наши. Так сказать, очень важное решение, оно в принципе целиком в интернете нет, если хочу, так сказать, могу скинуть благодаря Юлдашбаеву решение ноябрьского второго башкирского Курултая земля. По сути, так сказать, это абсолютно такое решение всех не башкир, так сказать, всех не мусульман, так сказать, мы выкидываем, земли остаются только за башкирами. Если хотят тюрки-мусульмане остаться на нашей территории, пусть остаются. Я считаю, что во многом неуспех вот этого строительства советской татарской нации я связываю именно с тем, что большая часть татар осталась вне пределов Татарстана. И почему я на этом акцентирую свое внимание? Потому что за пределами Татарстана осталось около 70% представителей татарской нации, это во-первых. Во-вторых, в самом Татарстане получилось так, что татары были меньшинство. Вот сейчас, по последней переписи, татары составляют около 53% населения республики, но такую, скажем, то есть чуть больше половины. Но такую ситуацию мы получили только ближе к концу 80-х, 90-м годам. До этого времени мы не могли дойти вот до психологической отметки 50%. Именно национальное представительство имеет большое значение при нациестроительстве. Вот в Башкортостане, который мы тоже приводили сегодня в пример, проблема строительства башкирской нации, она также ударяется в ту же, скажем так, колею, то, что башкиры, составляя меньшинство, подавляющее меньшинство населения, они встречают сопротивление не только со стороны, скажем так, да, федерального центра Москвы, но и со стороны татар, которые никак не хотят включаться, вот, естественно, в этот башкирский проект. И на сегодняшний день то, что вот в Башкирии творится, да, то есть там вот эти северо-западный диалект, попытка башкиризации татар, она именно связана в первую очередь, я считаю, с тем, что башкирская элита, она осознает вот эту главную свою проблему, главную болевую точку. Башкирии как автономии территориальной для реализации права на самоопределение башкирской нации. Они это понимая, они пытаются включить татар в состав, скажем так, своего национального проекта. То есть так или иначе всегда проблема успешности нациестроительства, она напрямую зависит от численности и какой-либо нации на определенной территории. Вот пока мы вот эту проблему не решим, мы, скажем так, вот так и не сможем построить настоящую, на долгосрочной основе настоящую нацию. Так, в принципе, да. То есть и проблема советской нации, мне кажется, она с этим связана. Потому что если мы будем анализировать то, как строились аналогичные советские нации в других республиках, где более успешные были проекты, я это связываю не только с тем, что у них была союзная республика. В основном все говорят, что вот там у азербайджанцев было лучше, у грузин то, что у них была советская республика, то есть союзная республика. Это да.
Но в первую очередь то, что они в этих республиках составляли подавляющее большинство населения. Им реализовывать свои национальные права было намного легче. Дореволюционная русская масса – это же имперский народ, не было русской нации как таковой в этническом смысле. Существовал имперский народ, из которого только на самой последней стадии пытались создать нацию в современном смысле слова. И не успели, я считаю. И русскую нацию пришлось создавать уже в советских условиях. Сталин это прекрасно понял, и вот та дискуссия, которая возникла еще в начале 20-х годов по поводу великодержавного русского шовинизма, это на самом деле первый сигнал о нарождающейся новой русской нации уже под советским соусом. Но окончательно узаконили этот концепт в 30-х годах, когда был весь механизм построен, и там мифы придуманы, и, как сказать, сплотили эту массу под новыми рамками. И вот если мы сейчас часто слышим про Куликовскую битву там и так далее, русские националисты высказываются, это же все создание мифа 30-х годов, которые специально были придуманы советской пропагандой, это было внедрено, и фактически это есть показатель создания русско-советской нации, ну, в современном смысле этого слова. Но что вот любопытно, и на это до сих пор не обращено внимания, вообще-то ведь существование параллельных наций, скажем, в союзных республиках, но особенно внутри РСФСР, где русское тело в основе находилось, это преграда для создания русской нации как таковой. В 1926 году уже везде сворачивалась эта политика поощрения национального развития. Во всех сферах можно было это заметить. Я не полностью согласен с такой формулой, что советский миллет или миллет при трансформации в советскую нацию – это минус религии, ибо муллы, попы были расстреляны, религия была запрещена, поэтому советская нация, татарская нация, она плохая, и она, главное, без религии. Нет, поэтому не плохая, она другая. Другая, но она приказала жить, в принципе, вот в советский период. Я вынужден выступить сейчас в защиту именно советского этапа, советской формы, формата национальности. В пользу такого тезиса говорит, что нация, миллет – это все-таки удел состоятельных личностей, образованных личностей, культурных личностей, с потребностями духовными, высокими. Теперь вспомним, какой процент составляло татарское население именно такой категории. Полагаю, что незначительные, нация небогатая. И поэтому вот это блестящее сословие небогатых татар, богатых татар, которые смогли профинансировать и театры, и прессу, и медресе, они и сами занялись нациестроительством, культурным строительством. Они молодцы, но основная масса, она была не так уж религиозная, потому что еще безграмотная, догматичная религиозность. Потом нация держалась на обычных обычаях, на фольклоре, возможно, даже на работе мул относительной. Поэтому, как только стало минус религии, во-первых, минус религии полностью не стало, ибо советская пропаганда и советская идеология очень немало взяла у религии, у Библии, у Корана взяла, трансформировала это под коммунизм, идеалы так сделала. Но вместе с советской властью пришла что? Государственная школа. Вы посмотрите, при самодержавии ни одной копейки на школу, на театр, на прессу не было. В принципе, даже был запрет. Посмотрите, как гнобили Тукая и остальных, Галимжан Ибрагимова преследовали из хоккея. Вот. А с учетом социалистического содержания именно разрешалось быть татарами. Да, это усеченное, ущемленное татарство. Наверное, в ваших трудах именно это поворот указан. Но тем не менее, за прошедшие после этого 70 лет сложилась система информации. Наши тиражи наших газет, журналов достигли до 1 миллиона. Их выписывали Чаян, например, или Татарстан, Яшляри в регионах Советского Союза.
огромные тиражи. Мы не можем даже сравниться, мы не можем дойти 3% этой суммы. Татарская пресса при концу советской власти доходила тиражам до 2 миллионов, а сегодня мы сидим над 200, понимаете? И потом, конечно, социалистские воспевание социализма, но тем не менее профессиональный театр. Да, писатели наши тоже вот воспевали и работали под очень большим диктатом, партийным диктатом, но тем не менее литература образовалась, и там она многослойная, очень много такого мусора было. Но благодаря всему вот такой культурному продукту и информационному продукту, то же самое можно сказать и о науке, и об истории тоже. Но где-то половина этого работала на национальности татар, и благодаря этому татары прожили эти 70 лет, а потом на такой же энергии продолжаем еще кататься. В новых условиях, когда возможности открылись, и как мы воспользовались кадры, новые молодые интеллигенты, настоящие супертатары. Что нам помогло взаимодействие с органами, с коллегами, соотечественниками, собратьями тюркскими из других стран, Турция, Америка, Германия. Возможность это было. Поэтому получается, что минус религиозность и татарская нация приказала долго жить, с этим невозможно согласиться. Другое дело проанализировать. А как дальше нам быть? А почему? Наш народ, который испытывал потребности культурные, национальные, духовные, образовательные, испытывал, теперь не испытывает. Теперь самостоятельно отказывается, не хотят учить, чтобы они своих детей на родном языку. Не так уж увлекаются историей, не так уж в интернете ищут культурный наш продукт, не так уж подписываются, понимаете? Поэтому нам капитально надо вот эти стороны капитально. Вот я об этом хотел бы капитально проанализировать, сформулировать вот этот тезис. Но в принципе моя идея заключается, простая, сегодня только одно пока, может быть еще одно скажу или нет. То, что буржуазный миллет, то, что тут прозвучало, до революции, то, что мы говорим, все равно это буржуазное. Элементы буржуазного миллета. В зачаточном состоянии это было, это хорошо. Это даже дореволюционный Тукай очень беспокоился. Смотрите, не было советской власти, коммунистической пропаганды, но миллет спал, миллет богатей не так уж заботились. Поэтому... С одной стороны, вроде бы, да, существовала советская нация, и право было поколение советских этнографов, потому что, советская татарская нация, потому что и музыка появляется, да, такая советского плана, именно татарского такого извода, литература, институции все эти, наука появляется именно такая советского разлива, что ли, историография. Наверное, сложно было бы полностью отрицать, что советской нации татар не было, что она не сложилась в рамках ТАССР. Другое дело, действительно хороший такой вопрос на размышление, это вот траектории развития идентичности татар, которые остались за пределами ТАССР. Насколько они были включены в эти процессы и как они это воспринимали. И здесь, наверное, было бы интересно посмотреть на какие-нибудь там материалы экспедиций, фольклорных, там, каких-нибудь этнографических эпохи позднего социализма, там, я не знаю, с 50-х по 80-е годы. Если там может быть что-то такое, какие-то намеки о том, как они воспринимают там Казань, Татарстан, кем они себя считают. В этом смысле, мне кажется, вот эта постановка вопроса, сложилась ли и существовала ли советская нация татар, очень перспективна в том плане, что как разрешать эти возможные варианты и разнообразие идентичности, которые продолжали существовать. Я не историк, но я хотел бы посмотреть немножко с позиции системы. Я не совсем соглашусь с Рензилем Выбором по поводу советского периода. Любой период, если он последующему периоду дал слабость, а мы видим, что наш миллет становится слабее, то это говорит о том, что предыдущий период был не совсем устойчив, и он потерял какие-то базовые важные ценности.
Сам кризисный период перехода, он просто показатель того, что предыдущий период был не совсем верный, то есть были утеряны какие-то ценности. Как вот мы буквально, когда сюда шли, мы размышляли об очень хорошей такой парадигме, можно сказать, что базовые ценности в обществе для женщины – это ее целомудрие, это основа. А у мужчины это очень важно, умение распаковывать какие-либо смыслы. Но эта пара, она неразрывна. И как себя чувствует женщина, как будет чувствовать и раскрывать себя мужчина, это очень важно. В том обществе татарском, о котором мы говорим, того периода, да, то тогда женщина-татарка была реально целомудренна, и мы все это прекрасно осознаем и понимаем. На сегодняшний день соприкасание с другими культурами сделало то, что наша культура утеряла вот эти качества целомудрия. Не значит соприкасание с другой культурой, когда твоя культура, твой миллет теряет такие самые важные базовые ценности, это говорит о том, что не было, не выработан был за этот период советский иммунитета у нашей нации. То есть понятие иммунитет – это умение взаимодействовать с другим, нельзя закрываться, надо продолжать взаимодействовать, находиться в отношениях давать-брать с внешним миром, со всеми культурами, но при этом уметь сохранять свои базовые ценности, приумножать, общаясь с другими культурами, но сохранять свои базовые ценности.